Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Около 3000 консервных банок сайры утилизировали в Якутии. Напомним, продукция выявлена и снята с реализации в ходе санитарного расследования случаев отравления среди населения республики. Специалисты управления Роспотребнадзора проверили более 300 магазинов и изъяли рыбные консервы, которыми могли отравиться 13 человек в республике. Жители двух сел Усть-Алданского района в начале августа были госпитализированы с подозрением на отравление консервами. Установлено, что все они употребляли в пищу рыбные консервы одной марки. По факту следователями возбуждено уголовное дело. Сайра не соответствовала требованиям Санпина. 6 лет строгого режима получил житель Якутии, который забил тяжело больного отца до смерти. В суде подсудимый вину признал частично, сказав, что не рассчитал силу ударов. Как сообщает прокуратура, убийство произошло в Покровске в конце апреля этого года. Мужчина нанес отцу-инвалиду не менее 8 ударов кулаком в живот и грудную клетку, не менее 3 ударов в шею и как минимум 1 удар в лицо. Последний скончался на месте происшествия. У жительницы столицы республики украли холодильник. Прибывшие на место полицейские выяснили, что злоумышленник открыл дверь квартиры ключом. Был установлен и задержан безработный 26-летний уроженец Булунского района, ранее судимый за грабеж. Выяснилось, что хозяйка купила квартиру на вторичном рынке и въехала в нее, не поменяв замок от входной двери. Этим и воспользовался прежний хозяин, проживавший в этой квартире. Похищено, изъято и передано законному владельцу. 76-летний житель села Сунтар подозревается в краже велосипеда. После задержания дедушка сообщил, что является поклонником велоспорта и похитил транспортное средство для своих интенсивных тренировок. Велосипед был украден у больницы местного детского сада. Воспитатели проходили медосмотр в районной поликлинике. Многие приехали на велосипедах, припарковав их на участке медучреждения. Когда одна из воспитательниц собралась обратно домой, она не обнаружила на своей парковке велосипед. И пришлось обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело, похищено и изъято. Обвиняемый в убийстве Иннокентия Макарова оставлен под стражей в СИЗО до 21 декабря. Как передает якутское Саха-информационное агентство, на судебном заседании решался вопрос о мере пресечения пенсионеру МВД Степанову. Он обвиняется в убийстве чемпиона мира по кикбоксингу, председателя Сунцатал Иннокентия Макарова. Адвокат подсудимого попросил о изменении меры пресечения под домашний арест. Прокурор же ходатайствовал о продлении срока пребывания Степанова под стражей. Его поддержал защитник потерпевшей, вдовы спортсмена. Второй подсудимый Острелин обвиняется в укрывательстве преступления и находится под подпиской о невыезде. Суд решил, Степанов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. У него нет постоянного места жительства в Якутске и был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Очередное судебное заседание по делу состоится 22 октября. В его ходе будут допрошены оставшиеся свидетели обвинения. В нашу рубрику поступило видео со столичного микрорайона Марха. На кадрах видно, что в районе остановки Северянка автолюбители Якутска ездят по тротуару. Некоторые, заметив камеру, съезжают на дорогу, но не все. Однако водителей можно понять. То, куда они съезжают, сложно назвать дорогой. Авиакомпания «Ангара» выплатит по 1 миллиону рублей семьям членов экипажа разбившегося в Иркутской области вертолета Ми-8. Кроме этого, родные погибших получат по 2 миллиона рублей от страховой компании и по 1 миллиону от Фонда социального страхования России. Напомним, вертолет с экипажем из 3 человек не вышел на связь в воскресенье. В понедельник обломки вертолета и тела 3 погибших были обнаружены в труднодоступной местности в 290 километрах от города Усть-Кут. Неизвестные ограбили российских туристов, когда они покидали аэропорт парижского пригорода коммуны Ле-Бурже. Как сообщает радиостанция «Европа-1», сумма ущерба составляет до $1 миллиона. 3 российских туристов, прибывших из Ниццы, покидали аэропорт на машине, когда им преградил путь автомобиль со злоумышленниками в масках. Неизвестные забрали 3 чемодана, сумку и мобильные телефоны. Водитель автомобиля, который арендовали туристы, попытался сфотографировать грабителей, но они забрали его телефоны и скрылись с места происшествия. Потерпевшие обратились в полицию.
Сильнейший за последние 25 лет тайфун Джеби обрушился на Японию. Новый разрушительный тайфун унес жизни 6 человек, рассказывает Никита Конев. По меньшей мере 6 человек погибли во время тайфуна Джеби, который обрушился на Японию во вторник. Это самая мощная буря за последние четверть века. Затопил аэропорт Кансай в Осаке, главный международный хаб на западе страны. Мост, соединяющий терминалы с островом, был поврежден. На него налетел танкер, который сорвало с якоря ветром. 2600 человек оказались заблокированы. Отменены более 700 авиарейсов, остановлено движение поездов, закрыты парки развлечений, даже магазины не работают. Больше 600 тысяч домов остались без электричества, сотням тысяч жителей рекомендовано эвакуироваться. По данным синоптиков, скорость ветра достигает 216 км в час. Джеби стал новым ударом в череде тайфунов, которые обрушились в этот сезон на Японию. На сегодня от непогоды, проливных дождей, наводнений и оползней погибли 220 человек. Анкара перебрасывает танки к границе с Сирией. Турецкие власти опасаются наплыва беженцев из Арабской Республики. Подробности в репортаже моих коллег из агентства Рейтер. Турция стягивает тяжелую технику к границе с сирийской провинцией Идлиб. Этот регион Арабской Республики остался последним оплотом боевиков из запрещенных группировок. В ближайшие дни там ожидают наступления правительственных сил. Дамаск готов выбить экстремистов. Анкара же опасается наплыва беженцев. В регион намерена отправить еще несколько конвоев с танками. Кроме того, турецкие власти расширили лагерь для беженцев Атме и укрепили наблюдательные пункты вдоль границы. Реджеп Таyyip Эрдоган встретится с президентами России и Сирии в пятницу, чтобы обсудить возможную военную операцию. По оценкам ООН, число вынужденных переселенцев может превысить 700 тысяч человек. На этом пока все. Берегите себя.